вопросов на самом деле много, да. Ну, давайте статья 32 услуга в электронном формате. Урматтуу министр, да, бул жерден мен силер предпринимательская деятельность деп бүт жерде айтылып атат да, бирок именно предпринимательская деятельностьтин аныктамасын таап алган жокмун налоговый кодекстен. Бунусунда да эскинисинде да жок экен да. Ошондо сиздер экономическая деятельность деп белгилейсиздерби или аныктамасын бересиздерби? Микрофон жакыныраак алып аласыздарбы? Предпринимательская деятельность деген бул деген гражданский кодексте жазылган. Анан ошо негизинде бул салык кодексинде жазылбайт, анткени 4-статья. Гражданский кодексте, да? А мен деген именно в закон о защите прав предпринимательдерден таптым, да? Башка жерден таппай. Кодексте бар. А эмнеге башка налоговый кодекстерде жок, башка мыйзамдарда жок? Бул кодексте 4-статьяда жазылып турат, что вот эти термины Жок, определениясы жазылбаптыр дейм да, так. Ошо жактан алынат деп жазылат да 4-статьяда. Бирок туура болмок да, ошону белгилеп койсоңор. Ошон үчүн сурап атам да, анткени экономическая деятельность эмне экенин мындай жалпысынан түшүндүрмөлөр бар экен, а предпринимательская деятельность только ушул в законе о защите предпринимателей деп таптым да. Так, анан 106 беринен ачсаң, сен менин коллегаларым көп суроо беришти, мен аларга мындай аларды дублировать этпей эле коеюн. Единая налоговая декларация, пункт 2. Биринчи немесинде, так, пункт 2, дробь 1б. Отечественная организация, за исключением единую налоговую декларацию, обязаны составлять и предоставлять отечественная организация, за исключением организаций, финансируемых из бюджета и не имеющих налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период. А эмнеге мындай кылып атабыз? Бюджетный организациялар чыгарып атасыңар. За исключением финансируемых из бюджета. Жана азыркы учурда бизде просто эми мен эмнеге айтып атам, улуу көчмөн биздин организациябыз мурасы. Ошондо бир чоң неме болбоду беле, билесиздер. Ал деле бюджеттики деп такталган менен аягында баш аягы мына карабайсыңар, еще 700 миллион долг менен жаптырып атабыз да. Ошондо болуп калбайбы? Ошондой организациялар келип калбайбы? Жо бирөөңөр жооп бербейсиңерби? Эмне экөөңөр тең микрофонго туруп одновременно отвечаете? Давайте или министр отвечайте, или вы отвечайте. У меня два уха, но слушают одного человека. Жооп берсеңиз? Эльвира Жыловна, андай болбойт. Болбойт, да? Так, хорошо. Ну, тактап алайлы да. Так, статья 123, это, наверное, налоговики, вы, наверное, ответите. Вынесение решения по результатам рассмотрения материала выездной проверки. Вносите изменения, 7 пункт, несоблюдение должностным лицом органа налоговой службы требований настоящей статьи может являться основанием для отмены решения органа налоговой службы и привлечения его должностного лица к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики. А почему может? Эмнеге может то что-то сыңар? То есть текшергенде текшересиңер, а кийин жоопкерчиликти албайсыңарбы? Мамлекеттик кызматтуу орган эмнеге мисалы бизде строительдерге, строительный компанияларга көп претензия элдики. Анткени деген строительный компания салып бүткөндөн кийин акт прием эксплуатацию кылган органдар жооп бербейт. То же самое со всеми остальными службами. Почему вы с себя снимаете ответственность, уважаемые налоговики, и Минэконом, как люди, которые, то есть как орган политиканы көзөмөлдөгөн, эмнеге бул жерде ушундай жеңилдиктерди берип атасыздар? Сиз деген бүт жерден жоопкерчиликти ишкерлерге жүктөп атасыңар, күчтөп атасыңар, кысып атасыңар. Ковид убагында өкмөт жардам берген жок, ошон үчүн 2020-жылы элдер митингге чыккан. Аны да билесиздер, бул жөн эле шайлоо үчүн гана эмес, ошол мамлекеттин мындай мамилеси үчүн. А бул жерден деген жоопкерчиликтен мамлекеттик органдар бириңерди мындай четтетип атасыңар да. Пожалуйста, ушул жериңерди ойлонгула. Бүт келе жаткан прозрачность деген нерсеге бул бир эле сөзүңөр менен укук органдарды мындай жоопкерчиликтен бошотуп атасыздар да. Мен ойлойм, бул туура эмес болуп атат. Бул бири, экинчи налоговый пост 4/1. 131 берене налоговый пост. Дастан Далабаевич, это очень серьезное замечание, поэтому, пожалуйста, я вас очень уважаю, но здесь очень серьезное замечание. Прошу меня не прерывать. 4/1. Осуществляющий деятельность в сфере производства при наличии факторов риска по несоблюдению требований налогового законодательства. Нам мало налоговых постов, вы их дополняете. А критерии какие? Четко жазбайсыңарбы. Вот производящий подакцизные товары, имеющий налоговую задолженность, правильно. Систематически представляющий налоговый отчет с нулевым показателем, правильно. Ну, правда, чем занимается на местах проверяющие органы, да?
осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, торговли, услуги в курортно-оздоровительной сфере, правильно. Но 4/1 осуществляющих деятельность в сфере производства при наличии факторов риска по несоблюдению требований налогового законодательства. Пулгим, кто там такой, мындай, безызвестный? Четко жазбайсыңар. Уруксат па? Да, айтыңыз. Бұл как раз таки ошо жанагы фактор риска жөнүндө айтылып атат. Ким? Налоговый пост кайсы учурда Мен түшүнүп атам. Кимдер? Фактор риск деген, бул деген ушу жанагы башка жанагы Четко жооп бериңиздер. Кимдер? производственниктер, производителдер. Конкретно эмне производить эткен? Любой производстводан алсак, мына мисалы деген бизде мындай эмелер болгон, мисалы деген производство цемент алсак, мисалы да, цемент чыгарып атканда алардын отчетный данныйлары туш келбей атат да, жанагы биздин данныйлар мененчи. Анан аны тактаган үчүн бизге ошондой механизм жетпей атат да. Пост анткени проверка барганда, выездной проверка барганда ал деген өткөн жылдарды эле карайт да. А уже по цемент факту чыгаргандарга киргизип атасыңар посттагы кимдерге? любой производственный сферага иштегендерге. Бул фактор риска иштеп баштаса, ошондой маалымат түшсө, ошо учурда пост коюлат да. Болду. Мен мындай ойлойм да, биз мамлекетте ишкерлердин саны көбөйсүн, полностью мындай прозрачный кылдырабыз десек, мамлекетке эл ишенгиле деп талап кылып атасыңар. Урматтуу коллегалар, кичине акыныраак сүйлөшүп койсуңарбы? Аябай мындай эме болуп атат да, улбай атат да, шум болуп атат. Мамлекетке ишенгиле, бизлерди мындай, бизлерди коргойбуз деген, анан биз бирок цифровизацияны киргизип атабыз, жеңилдетип атабыз деп коллегалар берген замечание, бирок ошол эле убакытта биз ишкерлерге ишенбейбиз деп мамлекет айтып атасыздар да. Силер рискиңер чоң экен, цемент чыгарган заводдорго биз жаныңыздарда туруп сиздерди кайтаралы деп атабыз деп. Анда макул киризем деп атасыңар, ишенбейм деп атасыңар, анда деген четко бияка жазып койсуңар. Все производители анда баардыгыңар киресиңер деп, чтобы они тоже знали. На местах проверяющий орган барып калса, мүмкүн аяктагы ишкер не сильно грамотный, мүмкүн даже билбейт, может он и не подпадает. Вот вопрос же только в этом, в четком толковании, чтобы человек, который придет, ему бумагу покажет, вот ты в списке киргизгиле деп, анда ошону киргизип коюңуздар. Сураныч. Эльвира Джеглоевна, как орган-разработчик, здесь касается абсолютно всех производственных сфер. Абсолютно всех. Все это все, и питание, и переработка, питание, и переработка, всех. Все, абсолютно все. Если имеются данные у аналитического центра по снижению налоговой базы или занижению налоговой базы, выставляется налоговый пост для подтверждения достоверности уплаты налоговой базы. В этой связи будет вноситься налоговый пост. Даниил Микович, да, я понимаю, что у нас в бюджете нехватка средств, что повышение ЗП, что нужны деньги, я все понимаю, да, но таким отношением к бизнесу скоро все станут либо сотрудниками ГКМБ, либо сотрудниками налоговой полиции. Скоро бизнеса не останется, потому что очень много усложнений. Многие депутаты это озвучили, но я думаю, второе чтение, да, палата, да, был, да, көп суроолор болот, да. Так, потом... Статья 420. Порядок применения упрощенной системы налогообложения. Вот тут конкретно про то, как государство защищает бизнес. Да? Если налогоплательщик, который был обязан подать налоговый орган по месту текущего налогового учета заявление о переходе на общий налоговый режим, но не подал заявление, или подал его не своевременно, то он признается налогоплательщиком налогов на основе общего налогового режима с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был обязан подать заявление. Мындайда Американ киноларын көргөндө, преступник, даже убийцаларды кармаганда, что говорит полицейский? У вас есть право хранить молчание, не свидетельствовать против себя. И они его информируют. В нашей системе, если налогоплательщик не знал, и в большей части это молодые, новые, в большей части это люди, которые не сильно знакомы с нашим законодательством. И если он новый налогоплательщик, которому мы стимулируем, там, стартапер или еще что-то, ну, допустим, да, если налогоплательщик не знал и совершил правонарушение, а у нас каждый год по 10-15 поправок вносится, многие даже юристы не в курсе, да, то его будут штрафовать, и здесь налоговые органы не берут ответственность на себя за информирование, все исполплатят. Поэтому в этом плане я бы все-таки вам посоветовала, бул жерден ну совсем или душнилов колплатат, да? Чуть-чуть хотя бы информировать до. Потому что вот это толкование, которое у вас здесь написано, человек, который не знаком с налоговым кодексом, он будет читать так. Ну, молодой предприниматель. Это только налоговый период только. Там месяц. То есть если человек не знал... начисление идет пенсионера, а если он не знал, что раз поменяли если не закон? знал, в следующем месяце пришел, переписал, нет, а если он там в горах месяцами об этом не знает?
Сразу наказывать. Вы сначала уведомить. Понимаете? Мы должны уведомить. Человека поставить в известность, да, и после уведомления, пожалуйста, наказывайте. У нас агрессивно-наказательная политика. Так и будет. Уведомление о том, что он сначала ведет свою предпринимательскую деятельность незаконно, то есть не зарегистрировавшись как субъект. Уведомление в каком виде дается? Письменно? В письменном виде будет. И он подписывает, да? Первый раз будет это письменное, второй это наложение штрафов в районе 500 сомов, да, мы говорим. Если он в течение То есть 15 сначала суток- это письменно прописано, да, что в письменном виде? Все, если Мы как раз таки здесь это предусмотрели. Сейчас этого нету, сейчас сразу Нет, а вы наложение давайте, штрафов. давайте сейчас вот это, чтобы мы информировали, Не, вот сейчас письменно в этом кодексе предупредили. есть. Вот в этом изменении, сейчас то, Да, что мы Искандер внесли, Мурзат. есть. Эльвира Джалгалбековна, смотрите, мы это обозначаем для чего? Өтіп кетті, misal үшін общий режиммен төлеш керек пе? Жалпы режимнен. Көрдіңіз бе? Жарым жыл төлебей жүрді. Анан кейін төлеп тұрған Жоқ, ал байқұш бір киоскisi бар, кәмесі бар, мы улам что-то меняем. Который большой бизнес, у него есть армия, штат юристов, он все в курсе. Крупный, средний, крупный бизнес. Это касается малого Ал бизнеса. бойынша мындай болады. 6 айдықын біз айтып отырмыз, что просто натяжек не было. Айтып отырмыз, баяғы өте тұрған аштың ба, misal үшін бір период. Өтіш керек елен. Ошондан баштап біз санайыз, ошол учурга біз салығын санап береміз. Төлейсің. Штраф пенялары мен, да? Жана штрафы жоқ. Анан туым бойынша бұл жерге дағы беренесі бар. Жарым, егерде 15 күн ортасында төлесең, 50%-ға қысқартылып береді деп осы жерде. Ал начислениялар мен билем, а бирок информирование кандай болот письменном виде деп атат. Мына министр айтып атат, мы письменно будем уведомлять. Жоқ, мындай да, мисал үшін ашқаннан кейін информировать етеміз да. Жөнінтеміз да. Сіз деген 1 июль 2023 жылы тұрыш керек елеңіз. Бирок сіз 24 жылдың февралына чейин патентле төлеп жүрдіңер, бирок сіздің объемыңар Искандер Мырза, давайте вот это потом уже... Жоқ, да, менин уақытымды азыр деген неме расчет болот па? Не, просто уже... Да, Дастан пару вопросов Эльвира осталось. Джергалбековна, просто уже как два коллеги вы поговорили, если честно. Я извиняюсь, ну просто вы сами проголосовали, оказывается, за этот регламент. Ну, за такое время. Пока я Дастан выходил, Долбаевич, сами последний проголосовали. вопрос остался, последний уточняющий. Коэффициент инфляции, пожалуйста, поясните мне. Статья 462, порядок определения суммы налога. Коэффициент инфляции, определениясын тағырақ түшіндіріп бергілечі, мына бүт депутаттар отырады, ошол жакшылап түшүнүп алсын, да? Методика определения коэффициента инфляции, она определяется Национальным статистическим комитетом. В методику включаются расчеты, отчетный период плюс среднее, выведенное по инфляционным ожиданиям. Ожидания плюс факт инфляции, да? Эта комиссия, она существует при Национальном статистическом комитете, и она будет официально, если прибегнется Но она к влияет расчету. же на фактическую сумму этого налога, да? Да, это при перерасчете. И если там задолженность волкоса, недоимка болып кете берет, да? Средняя будет применяться, да. Средняя? Инфляционная, да, как вот в статье. А это только это в надстаткоме можно, да, определение Да, взять? да. А сюда она не Налог вносится на имущество, определение, да? Налог на имущество же, да. Вот это коэффициент инфляции. Нет, имеется А в вы виду надстатком, да? сама методика, она определяется статкомитетом. А меняется каждый год почему? С чем связано? С инфляцией? В связи с средним показателем. Средним Да. показателем. Но она чуть-чуть все-таки влияет же на налог, поэтому да, более точное определение солмокта. Все, Дастан Долбаевич, все, рахмат. Урматтуу салык кызматы, экономика министрлиги, айтсаңыздар, канча жумуш орунду түзөт да ушул 3 завод? Канча адам жумуш менен камсыз болуп атат бүгүнкү күндө? То есть биз рисклерди айтып атабыз, анан Ну, 115 миллионов сейчас, это вот, как уже отметили, он в готовой продукции сидит. В принципе, в объеме это растворяется, он не будет нагрузки иметь. Первое. Во-вторых, по рабочим местам порядка 300 на ЮКЦ у нас где-то, Кант у нас где-то около 400, если точно вот уточню. Ну, по крайней мере, по последним данным так было, да? Ну, в целом в секторе занято около 1000-1500. Это только в прямой занятости. Еще есть косвенная занятость, которая вокруг этих заводов есть. бир заводдо 3 заводдо 1000 киши иштейби? Ошону 3 тегерегинде заводдо болот, да. түшүн тегерегинде. Бул
Бир анан налог с продаж анан с оборота деген канча төлөп атат дедиңиздер? Именно какой завод? Ну, у нас самый крупный всего 4 или Вот у нас, 5 смотрите, заводов, да? Эльвира Джергалбековна. Ага. Канский цементный завод, налог с продаж. У нас в 2021 году уплатил в порядке 30 тысяч сомов. 30 тысяч сомов канский. Да. Так, а Это дальше? Южно-Киргизский цементный завод, налог с продаж вообще нисколько не заплатил. ЮКЛ вообще ничего не заплатил? Да, потому что все перечислением, да. Так, дальше. Южный комбинат строительных материалов, налог с продаж у нас заплатили за 2021 год 51 тысяча сомов, за 2022 год 51 тысяча сомов, за 2021 год 236 тысяч сомов. То есть они даже налог с продаж миллион даже не платят. Анын баары тиги республиканский бюджетке кетет ата перечислением. Да. Ошол перечислением канча болот атат вообще эме салыктар дедиңиз жаңы эле? А по разбивканы берсеңиз 3 завод боюнча 3, 4, 5 завод дедиңиз, э? Если завод. говорить по прибыли, то завод Вот Синджипирин- государству Южный цементный, в Токмаке, ошол канча төлөндү да, каражаттар канча бөлүнүп атат да? Вообще бюджетке канча тапшырылып атат? Потому что сейчас что-то 30 миң десеңиз, я что-то это не поняла, да? Ну, налог с Сколько вообще продаж у нас государств... освобождены, Ну, поэтому... у нас народ же простой, мамлекетке салык дегенде ошо вообще сколько мы государств выплатили дегенде ошо... Всего. Да, производство цементно, какой? Араванский завод, какой еще есть? Давайте тогда так. Канский цементный По видам завод налогов. всего Да. за 2021 год заплатил 534 миллиона, за 2022 год 534 с Канским. 670 миллионов Ага, в общей так. сложности. Потом ЮКЦ Ага. заплатил 21 год 627 миллионов, 22 год 475 миллионов. Так, А, у них уменьшение, да? Южный комбинат строительных материалов. где? 21 год 250 тысяч сомов. В общем. Араван? Ага. И 22 год 251 тысяча сомов. Да, это все не миллионы. Нет, не миллионы. Ну вот, Это... что-то ли шутят. Синджипирим заплатили 21 год 21 миллионов, 22 год 32 миллиона. Это маленькие заводы, да? Да, это маленькие Маленькие заводы, заводы, да. ага. Крупные заводы, вот, которые градообразующие, да, Пизайтатрон, у нас же несколько таких заводов, 3 или 4 всего. Вот 4 завода у нас, цементных Ага. завода. На сегодняшний день, вот 21 год, Канский цементный завод 534 миллиона заплатил. В 21-м. В 22-м 670 миллионов. Канский ЮКЦ заплатил 21 год 627 миллионов, 22 475 миллионов. И ЮКСМ 21 год 250 миллионов и 22 251 миллионов. Всё. Нет, миллион. Это вот самый крупный завод у нас. Самый, у нас Канс- получается ЮКСМ. Канский, больше всех налогов платит Канский завод, да? Да, больше всех. Который здесь вот находится. Канский цементный Он завод. платит 600... 600... Канский 627 в прошлом году и сейчас в 22 году 475. Ага. А миллионов. по объемам из них самый крупный считается какой? По производительной мощности? Такие данные есть? У Минэконома есть такие данные? Какой у нас самый по производительной мощности самый крупный 3 завода? Канский цементный, он Калмык? больше. Ага. В нем занято 714 А производительная рабочих, мощность у них? А ЮКЦ 550. По производственной мощности. Мен жооп берип коеюнчу тиги Шутунда мындай- Кыргызстандагы 4 Адырай, Жолдошбек, Гострой. Кыргызстандагы 4 Сиз ким болосуз кечиресиз? Сиз ким болосуз? Гостройдун тиги первый зам директору. Кыргызстанда 4 цемент заводу бар. Биринчиси мурун салынган Канский цемзавод. Мощность 1 миллион тонна в год. Андан кийинки жанагы ЮКЦ деген бул Кызылкыядагы завод. Южно-Кыргызский цемент. Мунун дагы мощностью 1 миллион тонна. В пределах. Миллион 200. Андан кийинки ЮКСМ деген бул Аравандагы завод. Южный комбинат строительных материалов. Бул кичирээк завод. 800?
Эми азыр мощность азыр эсимде жок. Андан кийин жана Синжи Прим деген дагы кичинекей завод ошо. Ошо 4 завод. Вот эң миллион крупный деген ушу 4 Эки завод. Кант менен Кызылкыядагы заводдор. Эки эң негизги Миллионниктер. чоңдору, миллион. Антигилер кичирээк кетет да. Жанагы 3 цемент заводду чоң деп айтканыбыз менен андан жарымынча иштеген цемент заводдор деле толтура. Биз мисалы Нокатта эле 3-4 цемент завод бар. Кызылкы цемент заводунун жанында түздөн түз Тажикстанга, Өзбекстанга цементтерин чыгарып турат. Мисалы эми алардын баарын биз айтып аткан жерибиз жок. Ошолордун катарында алар деле эсеп болуп калат ушулардын баарыначы. Бул эми колдой турган мыйзам.